14 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,26 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2417 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,2601 до 10,26 сомони, 1 российский рубль от 0,1650 до 0,1670 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США. Цена на нефть марки Brent снижается до $92.71 за баррель, марки ВТИ до $86.88 за баррель. Стоимость золота в среду утром снижается, остается на уровне около $1715 за тройскую унцию. Днем ранее, после выхода статистики по инфляции в США, цена драгметалла упала с $1740 до $1710. Министерство финансов и Национальный банк России и Таджикистана активно обсуждают возможность переводов торговых расчетов на нацвалюты. Об этом заявил глава таджикского МИД Сирадиддин Мухридин. Зная, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив и расширению использования национальных валют, сказал министр в интервью РИА Новости. По его словам, стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения. Политика Национального банка Таджикистана нацелена на возвращение инфляции в пределы целевых параметров, говорится в сентябрьском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития. Отмечается, что рост цен находится вне пределов целевого интервала НБТ. Инфляция в республике по итогам июля составила 8,3%, оставшись на том же уровне, что и в июне 2022 года. Повышенный уровень инфляции объясняется ростом цен на продовольствие, особенно муку, а также на услуги транспорта. Можно ожидать, что стабилизация мировых цен на продовольствие и энергию будет способствовать снижению инфляции в стране к концу года, прогнозируют аналитики ЕАБР. В обзоре напоминается, что 22 августа этого года НБТ повысил ставку рефинансирования с 13,25% до 13,5%. Это говорит о намерении НБТ обеспечить сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на инфляцию в текущем году, заключают специалисты ИАБР. По данным статведомства Таджикистана, уровень инфляции страны в январе-июле текущего года составил 4,6%, что на 0,3 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года. В частности, продовольственные товары подорожали на 7,6%, непродовольственные товары на 2,6%, а платные услуги населению, наоборот, подешевели на 0,9%. Сразу два бизнес-мероприятия в рамках одного состоятся в середине октября текущего года в городе Душанбе, столице Таджикистана. Как сообщили в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан, 14 октября этого года в Душанбе состоится стартап-стан КОП-2022 с участием отечественных и зарубежных предпринимателей и инвесторов. По данным Госкоминвеста, мероприятие пройдет в рамках Душанбинского международного инвестиционного форума. В форуме примут участие иностранные инвесторы, представители международных организаций, партнеров по развитию центральноазиатской экосистемы. 15 октября в городе Душанбе состоится G5 бизнес-форум 2022 года с широким участием отечественных предпринимателей и бизнесменов, представителей деловой сферы, партнеров по развитию и представителей центральноазиатской экосистемы. Доходы операторов связи в Таджикистане по итогам 2 кварталов текущего года по итогам службы связи страны выросли на 15%. За этот период операторы связи заработали 1 миллиард 702 миллиона 800 тысяч сомони, что на 222 миллиона 400 тысяч сомони больше, чем во втором полугодии 2021 года. На долю частных операторов связи приходится 1 миллиард 605 миллионов 100 тысяч сомони. Доходы национального оператора связи Таджик-Телеком, ГУП «Почта» и Таджик и подразделения службы связи увеличились на 4,9%. С 93 миллионов 100 тысяч сомони в январе-июне прошлого года до 97,7 миллионов сомони в такой же период текущего года.
Доля частных операторов на рынке услуг связи составила 94,3%. По состоянию на 1 июля этого года численность пользователей интернета в Таджикистане составила чуть более 3,4 миллионов абонентов, а количество пользователей мобильной связи свыше 6,4 миллионов, из которых более 5,4 миллионов являются активными абонентами.